В эфире программа «Новости», в студии Василий Радченко. Здравствуйте и коротко о главных темах выпуска. Пик распространения коронавируса в России не пройден. Премьер Михаил Мишустин дал новые поручения для борьбы с пандемией. Дистанционное обучение стартует в Якутии уже со следующего понедельника. Готов ли регион к онлайн-школе и как быть селом, где интернета нет? Послаблений в ЕГЭ из-за пандемии не будет. Образовательные ведомства России рассказали, как будет проходить госэкзамен. Пик распространения коронавируса в России не пройден, поэтому необходимо учитывать самый сложный сценарий развития событий. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, правительство делает все, чтобы затормозить распространение инфекции. В ежедневном режиме принимаются проактивные решения по поддержке здравоохранения. Помимо этого, премьер обратил внимание на то, что даже в такой сложной ситуации экономическая жизнь страны останавливаться не должна. Важно все тщательно взвесить и определить действительно необходимые для жизнедеятельности того или иного региона предприятия, которые продолжат работать. Мишустин поручил обеспечить и полную безопасность действий медработников при борьбе с коронавирусом, а также контролировать, чтобы региональные больницы были полностью укомплектованы ключевыми на данный момент специалистами. Руководителям субъектов Федерации даны новые полномочия. Теперь вы можете решать, какой именно режим работы предприятий и учреждений оптимален как для всего региона, так и для отдельных муниципалитетов. Важно все тщательно взвесить и определить действительно необходимые для жизнедеятельности того или иного региона предприятия, которые продолжат работать даже в такой сложной ситуации. Экономическая жизнь страны останавливаться не должна. Первое уголовное дело за фейки о коронавирусе возбудили в Петербурге. Поводом послужила публикация в социальной сети ВКонтакте. В посте содержалась информация о том, что в одной из поликлиник курортного района Петербурга якобы произошло заражение коронавирусной инфекцией. Ответственность за фейки о коронавирусе – это новая статья Уголовного кодекса. Она предусматривает наказание за распространение заведомо ложных сведений о ситуациях, которые представляют угрозу жизни и безопасности граждан. Наказание предусматривает либо крупный штраф в несколько сотен тысяч рублей, либо исправительные работы или же ограничение свободы. Россия приостанавливает вывоз граждан из-за рубежа. Для обеспечения жизни и здоровья жителей страны с сегодняшнего дня временно приостанавливается международное авиасообщение по возвращению российских граждан на родину. Для возобновления этой работы желающим выехать в Россию гражданам необходимо заполнить специальную форму на едином портале госуслуг. Она будет доступна с полуночи по московскому времени. На основе этих данных будет организовано формирование графика вывоза на территорию Российской Федерации. Лицам, подавшим сведения о себе, будет оказана необходимая социальная помощь на время их пребывания за границей, включая и оплату проживания. На это Кабмин выделил Министерству иностранных дел 500 миллионов рублей. Кроме того, гражданам при необходимости окажут содействие в продлении сроков действия документов, на основании которых они находятся за рубежом. Владимир Путин подписал указ о разрешении дистанционной продажи безрецептурных препаратов, а рецептурных дистанционно в условиях эпидемии. Закон разрешает аптекам при наличии соответствующей лицензии продавать лекарства через интернет. Кроме того, торговля которыми ограничена или запрещена, то есть онлайн нельзя будет купить наркотические и психотропные препараты, а также спиртосодержащие с объемной долей этилового спирта свыше 25%. У одного пациента болезнь протекает в условиях средней тяжести. О состоянии больных коронавирусом, которые содержатся в Якутской клинической больнице, нам рассказала заместитель главного врача учреждения Нургуяна Владимирова. Давайте послушаем комментарии. На сегодняшний день в инфекционном отделении Якутской республиканской клинической больницы на стационарном лечении находятся 11 пациентов. Состояние пациентов стабильное, у одного средней степени тяжести. Всем проводятся диагностические лечебные мероприятия согласно рекомендациям и стандартам. Также плановые телемедицинские консультации. Призываем жителей города Якутской Республики соблюдать режим самоизоляции. Желаем всем хорошего дня и крепкого здоровья. Первую партию гуманитарной помощи из китайской провинции Хэйлунцзянь привезли в Якутск. По сообщению главы региона, она включает в себя маски, респираторы и средства индивидуальной защиты.
Всего Якутия закупила 5 миллионов масок, из них прибыла первая половина, вторая сейчас находится в пути. Ранее наш регион оказывал помощь провинции Хэлудзянь в борьбе с коронавирусом, поэтому китайская сторона быстро откликнулась на помощь якутянам. Данные средства защиты будут направлены для нужд Министерства здравоохранения региона. Мы, в свою очередь, хотели бы поблагодарить наших коллег, что действительно по нашей просьбе первые отозвались и сделали такую помощь. Я могу отметить то, что Республика Саха-Якутия один из первых регионов Российской Федерации, который получил гуманитарную помощь именно от регионов Китайской Народной Республики. Прилетающим в Якутию из других стран и регионов России необходимо в обязательном порядке самоизолироваться на 14 дней. Об этом сказал глава Якутии Айсан Николаев в ходе ежедневного брифинга по эпидобстановке на территории региона. Напомню, что в соответствии с указом о введении режима повышенной готовности усилены меры по контролю за прибывающими. Так, работодатели обязаны обеспечить условия для самоизоляции работников на 14 дней, прибывающих на территорию Якутии из других субъектов России. То же самое касается вахтовиков. Кроме того, самоизолироваться на 14 дней обязаны все граждане, которые прибывают в Якутию из других субъектов. С сегодняшнего дня все те, кто прибывает на территорию Республики Саха-Якутия извне, из других регионов, они в обязательном порядке должны уходить на самоизоляцию на 2 недели. Я прошу работодателей этот вопрос тоже проконтролировать, чтобы ваши работники, которые прилетают сегодня, например, из Москвы, из Владивостока, из других регионов, в обязательном порядке уходили на самоизоляцию, чтобы вы их переводили на удаленный режим работы. Также глава напомнил, что со следующего понедельника, 6 апреля, региональные учебные учреждения переходят на дистанционное обучение. Айсан Николаев сказал, что власти понимают реальную ситуацию и что, к примеру, на отдаленных территориях из-за низкого качества или отсутствия интернет-соединения организовать работу онлайн проблематично. Так, дистанционно будет обучаться основная часть населения, а решения об очной форме в населенном пункте, где нет устойчивой интернет-связи, будут приняты отдельно. У нас с понедельника по всей республике начинается дистанционное обучение детей. Сегодня до конца дня мой указ выйдет, в котором будет определено, что основная часть школьников, она у нас будет обучаться дистанционно. Но по нескольким северным районам мы все-таки сейчас рассматриваем вопрос по труднодоступным населенным пунктам, где нет устойчивой связи интернет, для того, чтобы там обучение могли проводить очно. В рамках того, что сейчас допущено противоэпидемическими мероприятиями. Задания ЕГЭ изменятся в 2022 году. До этого времени в содержании каких-либо перемен не предусмотрено. Также в ведомствах, ответственных за образование, заявили, что и поблажек в связи с коронавирусом ждать не стоит. Сейчас специалисты готовят методические рекомендации по самостоятельной подготовке по каждому предмету ЕГЭ и ОГЭ. Они будут опубликованы на сайте ФИПИ не позднее 14 апреля. Об этом рассказала руководитель Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова. Также она отметила, что если обстановка того потребует, состоится перенос сроков сдачи экзамена. С запасом на ближайшие 2 месяца продуктами и товарами первой необходимости обеспечен Нерюнгринский район. Также в столице Южной Якутии созданы общественные группы контроля. Они будут вести жесткий контроль за работой магазинов как в самом Нерюнгри, так и в пригородах. Это очень хорошее решение о том, чтобы наша Нерюнгринская центральная районная больница открыть специальную лабораторию по проверке наших с вами проб. Она уже готова. Мы ждем сегодня эти анализы, спецтесты. И теперь у нас уже скорость, будем говорить, тестирования коронавирусом наших нерюнгринцев возрастет в несколько раз. Потому что нам не нужно будет возить эти тесты в Якутск и возвращать их обратно. Большой упор сделан на организацию и поддержку волонтерского движения в Алекминском районе. Глава Николай Харбин поделился подробностями о принимаемых мерах по предотвращению распространения COVID-19 на своей территории. В городе Алекминске у нас 30 волонтеров, по муниципальным образованиям и наследям 53, всего 83, также 55 волонтеров у нас в резерве. В целом ситуация в районе положительная, стабильная. Все анализы, которые выходят с нашего района, все отрицательные. Во исполнение указа главы республики все наши медики проходят осмотр
сдают анализы. Большие штрафы грозят магазинам за необоснованное завышение цен на социально значимые товары. Об этом сообщили в Департаменте экономики окружной администрации Якутска. В период ограничительных мер проводится мониторинг цен на продукты первой необходимости, а также на овощи и фрукты. Ответственные ведомства проводят как плановые, так и внеплановые проверки по сигналам горожан. Мониторят 34 вида социально значимых продуктов питания, овощей и фруктов. Отметим, что если вы стали свидетелем необоснованного завышения цен, сообщите об этом по телефону горячей линии Госкомцен 50 80 26. В течение недели, уже последней недели, мы ежедневно проверяем, в том числе и на выходные дни, на продукты первой необходимости, плюс овощи и фрукты. Также на территории строительного округа находится около 80 нестационарных торговых объектов, которые мы проверяем санитарное состояние, имеются ли маски, имеются ли дезинфицирующие средства и санитарные книжки, все нормы. И к новостям других регионов. Руководство московского зоопарка, вынуждено закрытого для публикации из-за пандемии, предлагает своим виртуальным посетителям присоединиться к панда-челленджу. Как принять участие, узнаем у нашей коллеги Елены Островской. Закрытый для посетителей московский зоопарк продолжает развлекать своих поклонников дистанционно. В своем фейсбуке зверинец опубликовал видео, на котором панда Жуи пытается достать лакомство из высоко подвешенной трубы. По словам смотрителей, бамбуковые медведи только кажутся неуклюжими, а на самом деле могут с легкостью спать на верхушках высоких деревьев и балансировать на ветках. Зоопарк предлагает своим виртуальным посетителям, сидящим дома из-за пандемии, почувствовать себя пандами и попытаться проявить гибкость, выполняя работу по дому. Например, протереть пыль на высоко расположенных поверхностях, до которых редко добирается тряпка. Впрочем, едва ли решившихся присоединиться к этому челленджу на шкафах ждет такой же приятный съедобный сюрприз, как большую панду. К этому часу пока вся информация. Мы продолжаем следить за развитием событий. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.